Вы смотрите новости, в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Главные темы этого утра. Новые правила для игры в ковид. В республике усилили меры по противодействию распространению коронавируса. Дом, который трещит по швам. Расскажем о ситуации с аварийным жильем по улице Свердлова. Региональные правила, которые соблюдают не все. Напомним про закон о тишине. Владимир Путин дал поручение в связи с распространением штамма омикрон. Президент поручил наращивать темпы тестирования и вакцинации от коронавируса, подготовить больницы к приему пациентов с ковидом, а также активно заняться углубленной диспансеризацией переболевших. Президент еще раз заявил, что спутник ВИ справляется с коронавирусом эффективнее других мировых вакцин. Владимир Путин также попросил премьер-министра Михаила Мишустина проработать вопрос прививочной кампании с регионами в самое ближайшее время. Для того, чтобы эффективно работать, мы это с вами хорошо знаем, здесь нужна мобилизация учреждений разного рода, и федеральных учреждений, и региональных, местных, отраслевых. Нужно со всеми проработать и быть готовыми к возможному удару этого вируса на новом ее витке. Мы видим, что происходит в мире, как уже я сказал в начале, Татьяна Алексеевна сейчас только что об этом упомянула. Это говорит о том, что у нас есть хотя бы пара недель для того, чтобы подготовиться. Меры по противодействию распространению коронавируса усилили в республике с учетом санэпидситуации и предложений главного санитарного врача. Соответствующий указ 19 января подписал глава Якутии Айсен Николаев. Так, официальные спортивные мероприятия будут проводить без зрителей. Заполняемость зрительных залов в театрах, кинотеатрах, домах культуры сократится до 50%. Не допускается посещение аттракционов, детских игровых комнат и развлекательных центров школьниками, переведенными на дистанционное обучение. В случаях заболевания членов семьи острыми респираторными вирусными инфекциями, а также контакта с больными коронавирусом, в том числе прибывшими из-за рубежа, срок самоизоляции сокращается с 14 до 7 календарных дней. На прошлой неделе наш телеканал поведал историю жильцов аварийного дома по улице Свердлова. Там произошло обрушение потолка. Чудом никто не пострадал. Спустя некоторое время жильцы пострадавшей квартиры снова обратились в редакцию с просьбой о помощи. «Нас топят», сообщили они. Продолжит тему Саргалана Неустроева. Уже к концу этого года проживающие по данному адресу должны были праздновать долгожданное новоселье. И все бы ничего, но дом буквально начал трещать по швам. Последней каплей стало обрушение потолка в детской комнате первой квартиры. Не прошло и пару дней после случившегося, и вот снова происшествие. Трубу соседнего дома прорвало, и старое здание начало затапливать. По поводу образования наледей в связи с систематическими разливами сети канализации рядом стоящего жилого дома управой было выдано предписание об устранении уборки наледей. Работа управляющей компании «Прометей» проведена. Но это, что называется, мелочи. Семья, проживающая в пострадавшей квартире, наотрез отказалась от переселения в маневренный фонд. При этом, в отличие от последствий затопления, дыру в потолке залатать не удастся. Таковы итоги выездной комиссии округа, управляющей компании и представителей ДЖО. Установлено, что целесообразность проведения текущего ремонта по перекрытию отсутствует в связи с тем, что дом находится в республиканской адресной программе переселения жителей из аварийного фонда до 31 декабря 2022 года. Жильцам рекомендовано обратиться в Департамент жилищных отношений для принятия решения о расселении. Между тем, главными условиями, при которых семья Федяевых согласна переехать в маневренный фонд, супруги называют письменный документ о том, что их действительно переселят по программе к концу этого года, и они не застрянут во временном помещении фонда на долгое время. Мы отказались в связи с тем, что как можно быть 5 человек, жить и плюс мебель, это все нам перевозить. У меня нет таких денежных средств, чтобы куда-то что-то переезжать. Тем более школа у меня рядом. Должен от них документ быть, что точно на 100% нас в этом году расселят. И куда? По словам Марии Федяевой, на письменное обращение Департамент жилищных отношений не отвечает. И статус процесса переселения семьи никто назвать не может. На вопрос, точно ли Федяевы переедут к концу года, смогли ответить в Министерстве строительства республики.
Городом Якутском этот объект включен в этап реализации 2021 года программы, и граждане будут полностью расселены до конца 2022 года. Этап реализации у нас длится 2 года. Контракты по обеспечению жильем данных граждан были заключены еще в 2021 году. Последний контракт заключен в октябре 2021 года. Объект, в котором приобретены жилые помещения, должен быть введен в эксплуатацию до конца 2022 года. История о том, как жильцам аварийных домов то и дело приходится справляться с различными происшествиями, постоянная новостная повестка Якутска. Особенность этого случая – в доме проживают одни пенсионеры, бывшие сотрудники УФСИН. Напомним, здание по улице Свердлова было признано аварийным уже около 10 лет назад. На сегодня здесь до сих пор проживают 3 квартиры. Саргалана Неустроева, Артем Алексеев, Якутск. Проблема шумных соседей всегда существовала у жителей многоквартирных домов, в том числе проблема актуальна и в Нерюнгре. Ремонты, вечеринки, громкие семейные разборки становятся для соседей причиной стресса. В тонкостях закона тишины разбирались наши коллеги. На федеральном уровне закона о тишине не существует. Регионы принимают собственные нормативные акты. В Якутии есть закон, который четко оговаривает периоды тишины. Шуметь нельзя с 21 часа до 8 утра в будние дни, с 22 часов до 10 утра в выходные и праздничные дни. И ежедневно в обеденное время с 13 до 15 часов. За 2021 год зарегистрировано 1395 сообщений о нарушении закона о тишине. Взыскано за данный период времени 1 миллион 75 тысяч рублей. За данный период прекращено материалов 27, вынесено отказных 564. В полномочия полиции входит лишь сбор материала, зарегистрированного письменным заявлением, который потом поступает в органы местного самоуправления, где административная комиссия выносит решение о наложении штрафа или прекращении дела. Некоторые соседи забывают, что живут не в частном доме и жалуются на обычную жизнедеятельность человека. Но плач ребенка, звук шагов или шум воды нарушением тишины не считаются. Кроме того, ограничения не относятся к осуществлению аварийных работ, необходимых для восстановления жизненно важных объектов. Гораздо приятнее, когда жильцы в доме понимающие и заранее обговорили правила своего дома. Было такое, что могли производить ремонт в какое-то другое время. Потом мы между соседями договорились, что мы производим ремонтные работы с 10 часов утра и до 13:00. С 13 до 15:00 у нас отдых, и потом с 15:00 до 18:00. Соблюдается закон. Я думаю, что у нас в доме порядок благодаря нашему председателю Наталье Николаевне. Соседям нужно быть терпимее и соблюдать существующий закон тишины. Если он нарушен, попробуйте урегулировать проблему мирным путем, переговорить с нарушителем. Если беседа не помогла, можно вызвать полицию. Жильцы также вправе написать коллективную жалобу в Роспотребнадзор. Его сотрудники проведут экспертизу. Если все предложенные способы урегулирования конфликта не привели к желаемому результату, остается обращаться в суд. Стоит учесть, что только наличие серьезных доказательств позволит привлечь нарушителя к ответственности. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. Специальный показ победителя 37-го Варшавского международного кинофестиваля фильма «Ит» якутских режиссеров Степана Бурнашова и Дмитрия Давыдова состоялся в Москве. В кинотеатре «Пионер» собрались настоящие ценители якутского кинематографа. Показ стартовал с короткого предисловия автора. Необычный заголовок фильма заинтриговал зрителей прежде всего. Подробности у Айсены Бурнашовой. Переводится как «стреляй» и как «собака». И еще это перевернутое слово «ты». Из этого вот, узнав все эти 3 значения, надеюсь, после просмотра у вас будет свое мнение по названию фильма. Под амонимичным названием «7 деревенских историй» о добрых и злых соседях. В одной мальчик с ружьем, в другой семейный конфликт, в третьей новелле замешаны деньги. Казалось бы, разные истории и совершенно разные герои, но всем им предстоит сделать нелегкий выбор. Одна история только основана на реальной истории, это история моего отца. А все остальные – это какие-то собирательные образы, которые с годами у нас скопились в головах.
и вот они вылились в эти истории. Но они не основаны на конкретных реальных событиях. На сценарий режиссеры потратили 3 дня, на съемки 2 недели. Постпродакшн занял почти год. Кстати, ленту снимали во время локдауна для души, поэтому и фильм получился таким настоящим. 2 режиссера и 7 историй. Какую из них снял Степан Бурнашов, а какую Дмитрий Давыдов, еще предстоит разгадать зрителям. Хочу облегчить, зрителям задачу. Первый фильм мы снимали вместе, а остальные 6 мы снимали по очереди. И вот уже, наверное, многим будет интересно угадать, какой из них мой, а какой из них фильмы Димы. Киноальманах по принципу чеховского ружья. Режиссеры целились в самое сердце и не промахнулись. Впереди очередные показы в Москве и выход в интернет-кинотеатры. Феноменальное якутское кино вновь удивило. Теперь же кинокритики и зрители, затаив дыхание, ожидают новых проектов от Бурнашова и Давыдова. Мне на самом деле этот союз интересен еще и тем, что мы же очень давно все ждем якутского сериала, потому что все уже говорят о том, что якутское кино спасло всеобщее российское кино, а вот сериалы пока никто не спас. И как раз многофигурные композиции и огромное количество героев, несколько режиссеров — это то, что может быть зачином для создания многосерийной истории. Вот, поэтому интересно было. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Москва. Космонавты Роскосмоса с борта Международной космической станции призвали граждан не поддаваться на уловки преступников. В частности, с целью своевременного доведения информации до граждан в мессенджере Telegram создана группа «Мы вместе». Космонавты призвали граждан России соблюдать элементарные правила: не сообщать данные своей карты, не переходить по случайным ссылкам и предупреждать о возможных уловках мошенников своих родных и близких. Чтобы не потерять свои деньги, достаточно соблюдать простые правила. Не поддавайтесь на попытки запугать вас по телефону тем, что ваш родственник якобы попал в беду, что с вашей карты кто-то снимает деньги, пытаются оформить на вас кредит или совершить другую финансовую операцию. В таких случаях прервите разговор и перезвоните своим близким либо в банк по номеру на вашей карте или номеру, который указан в договоре на обслуживание. Если же кто-то в телефонном разговоре или в интернете требует назвать данные вашей карты, секретный код или же пароли, приходящие в СМС, знайте, что с такими просьбами могут обращаться только преступники. К этому часу это вся информация. Хорошего дня.